Совещание в Министерстве обороны открыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики генерал-полковник Владимир Савченко. В зале командиры воинских частей, руководители служб и подразделений Минобороны. Основной темой встречи стали итоги летнего периода подготовки в вооруженных силах и приоритетные направления работы на ближайшее время. Летний период обучения в наших вооруженных силах характеризуется более напряженной подготовкой, более напряженной боевой учебой. В основу ее заложено выполнение требований главнокомандующего вооруженными силами и министра обороны к подготовке вооруженных сил. Учить войска в условиях, приближенных к реальным боевым действиям, днем и ночью. Основные усилия сосредоточить на проработке нестандартных приемов и способов выполнения задач войсками и силами. Одним из главных событий июля стала совместная штабная тренировка по управлению вооруженными силами. Ее итоги подробно проанализированы на сборе. Впервые один из штабов действовал в роли условного противника, что позволило отработать управление войсками в сложной, приближенной к боевой обстановке. Это сложное мероприятие, отмечу это так сразу, и оно требует от каждой стороны нестандартных военных решений, максимальных усилий и инициативы в руководстве подчиненными. В целом оба коллектива задачу выполнили. Это коллектив, возглавляемый и заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Парцхола Глы, и заместителем министра обороны, возглавляемый коллектив генерал-майором Бжаня. Действовали умело, грамотно, организовали действия своих подчиненных. На сборе также рассмотрели вопросы мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках. Одним из приоритетов на ближайший месяц остается подготовка специалистов в области беспилотных летательных аппаратов и обучение молодого поколения. Все мероприятия должны быть завершены до конца августа. Неплохо проведена работа по подготовке специалистов беспилотных летательных аппаратов. Тот уровень, который мы достигли в июле, необходимо и дальше повышать, и особенно в плане усложнения их подготовки. Необходимо переработать программу подготовки, ужесточить требования к подготовке специалистов. Особое внимание необходимо уделить включению в этот процесс и подготовку молодого пополнения, молодежи. Эта важнейшая задача находится под пристальным вниманием главнокомандующего вооруженными силами президента республики и министра обороны. По итогам сбора ряд военнослужащих отмечен государственными и ведомственными наградами. Приказом министра обороны Владимира Ануа за образцовое выполнение учебно-боевых задач им вручены медали и грамоты. Заур Квартия, Абаза ТВ.